Центрально-Восточной Европы, в том числе и для Литвы и Беларуси. We speak about the 25th of March of 1918, the year that was significant for the whole Eastern European and European region and also for Belarus. Это был исход Первой мировой войны, когда столкнулись европейские империи и когда обессиленные государства создали новый порядок, когда появился вакуум власти и новые возможности для молодых народов. And this year was significant because there were a vacuum of power and many new republics came out and demonstrated the will of people. Я думаю, все знают про 16 февраля, когда литовцы объявили свою независимость. К тому же стремились и белорусы, но в нашей ситуация была гораздо сложнее, поскольку Беларусь была разделена на две части по Брестскому мирному договору. Одна часть была под немецкой оккупацией, а вторая часть по-прежнему входила в состав России. Everybody knows about the 16th of February and the beginning of the state for Lithuania. The 25th of March is the same for Belarus. The situation those times were much more complicated because our country was divided by the Brest Treaty, and the one part belonged to Germany and other to Russia. Власть переходила от одной политической силы к другой, и к концу 1917 года власть в Минске в основном контролировали большевики. Они согнали Конгресс, когда белорусские национальные активисты попытались объединить все силы и добиться провозглашения независимости Беларуси в декабре 1917 года. In December of 1917, when Belarusian National Socialists tried to gain independence, the Bolsheviks demolished the Congress. И тут появились новые вопросы Литвы, когда немецкая армия начала выступление, а большевики эвакуировались из Минска. Новый поворот Литвы. Then the U-turn decision appears when the Germans came and the Bolsheviks had to flee the country. К этому времени были два основных центра белорусского движения, один в Вильнюсе, второй в Минске. There were two main centers of this freedom movement. One was in Vilnius and the other was in Minsk. И активисты из Вильнюса приезжают в Минск, чтобы здесь формировать новые органы власти. Ну, это как, если бы литовцы решили обучать свое государство в Каунасе. And coming from Minsk to Vilnius to make new power institutions here, would be like Lithuanian tried to go to Kaunas to make their own state. Именно участие белорусов из Вильнюса в первую очередь упомянул Ивана и Антона Лускевича, было решающим для того, чтобы повернуть ход дискуссий о том, что делать и к чему стремиться. And we should, of course, remind Ivan and Anton Lutskevich that because they started the discussion what to do and what we should lead to. 24 марта вечером собрались представители разных сил
сил, не только белорусские активисты, но и представители городской власти, национальных меньшинств, в первую очередь евреев, для того, чтобы решить, каким образом, каким видеть будущее страны. Beginning of the March 24th, many people come together. They were not only Belarusians but also representatives of national minorities and different city administration and representatives of the different parties, and they discussed what to do for them. Было очень сложно решиться на то, чтобы объявить Беларусь свободной и независимой от России, поскольку это была новая идея, это был знак будущего. And it was very difficult to claim the Belarus to be independent from Russia because it was like a new idea and a sign of the future. Дискуссии шли до самого утра, только в 6 утра было достигнуто соглашение и подписан тот документ, который мы называем третьей уставной грамотой Белорусской Народной Республики. And discussion had been taking quite long to the early morning, the 26th of the morning of the March 26th. There were signed a document that we call the third established proclamation of Belarusian Popular Republic. Этот документ был кратким, объявлялась независимость страны в фотографических границах, но это был результат компромисса и взаимопонимания разных сил. The document was very short. Actually, the independence of Belarus and its geographical borders were claimed, but this was the consensus of the different political powers. Один из участников дискуссии сказал: «Новое солнце воссияло над Беларусью». One of the participants of the discussion claimed that the new sun raised above Belarus. Иван Лускевич сказал: «Ну сейчас можно и умирать». Иван Лускевич said, I can die calmly now. К сожалению, его слова оказались пророческими. Вскоре он умер от болезни. Sadly, but he died soon from a kind of prophecy, and he died soon from В Литве могилы сигнаторов Декларации независимости отмечают специальными такими столбиками. In Lithuania, the graves of signatures are marked by special signs. В Вильнюсе на кладбище Росы находятся две могилы инициаторов Декларации независимости Ивана и Антона Лускевича. In Vilnius, on the Rossi cemetery, there are graves of Ivan and Lukevich, the claimers of Belarusian independence. Но это символические могилы, кентавры, поскольку Иван Лускевич умер в чужине, его могила была утеряна, а Антона Лускевича арестовали в сентябре 1939 года.